Во-первых, наведем порядок в землях. Во-вторых, улучшим качество, количественное состояние той продукции, которая нужна в линии Министерства сельского хозяйства. Повышение рентабельности сельхозпредприятий обсудили на совещании с главой региона. Всегда есть рядом кто-то, кому нужна помощь. И вот таким образом я присоединилась к команде волонтеров. Профессия – делать добро. Сегодня чествуем тех, кто неравнодушен к чаяниям и нуждам ближнего. День добровольца. Продукцию завода АТМ готовят к экспорту. Ведутся переговоры с Республикой Беларусь. Сюда добавляется специальное стекловолокно, если рассматривать под микроскопом, как миллионы мелких шипов. Вот. За счет этого и надежное сцепление с дорогой. Так что лучше встретить гололед в обуви по сезону. Это касается и автомобилей. Расскажем о сезонной смене шин. Не меня должны благодарить за то, что я поднял наш флаг. Да, а я должен благодарить и флаг, и Ингушетию, и всех, кто за меня болел и молился. Ну и все-таки спасибо. За покорение самой высокой точки мира нашего альпиниста Магомеда Дзейтова наградили орденом «Восходительный Эверест». Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии провел совещание по вопросам повышения рентабельности сельхозпредприятий. На повестку дня были вынесены вопросы о результатах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, подведомственных Минсельхозу Ингушетии. 15 государственных унитарных предприятий осуществляют деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. Глава Ингушетии отметил неплохой темп развития агропромышленного сектора. Тем не менее, подчеркнул, что необходимо использовать весь потенциал в данном направлении. Мы с вами должны сейчас максимально сделать революцию в этом направлении. Во-первых, наведем порядок в землях. Во-вторых, улучшим качество, количественное состояние той продукции, которая нужна в линии Министерства сельского хозяйства. Вчера Александр Николаевич Ткачев подтвердил еще раз, что есть многие программы. Здесь тоже отдельно Добриева задача. Сколько денег поступило в прошлом году, сколько денег в этом году поступило в Минсельхоз и их КПД. Я категорически запрещаю с этого дня председателю правительства, вице-премьеру, категорически запрещаю субсидировать хоть 1 рубль без группового обсуждения. Куда эти деньги идут, как идут. Но прежде чем деньги выделять, вы должны понимать, какими целями, задачами, какие индикаторы этих денег. И четкие сроки, когда деньги должны быть освоены, быть. Глава поручил правительству провести инвентаризацию всех земель, но тех ГУПов, которые являются нерентабельными, изъять земли из-за неэффективного использования. Кроме того, руководитель региона сделал акцент на развитии высокотехнологичного производства в сельском хозяйстве. Наш агропромышленный комплекс может зарабатывать хорошие деньги, но при этом нет того подхода, который должен быть к этому вопросу. Мы привыкли все говорить, что агропромышленный комплекс, он дотационный, он убыточный. Нет, ни в коем случае. И примеров у нас много, когда этот комплекс, даже товарищ министр сельского хозяйства, когда был директором ГУПа в Малгобекском районе, и мы когда у него проверили, посмотрели, как посеяно, сколько там с гектара растет и как это все растет. А потом поехали в Малгобек. Так нет? Где менее засушливое, чем у тебя там было, на той стороне хребта. И что мы там увидели, товарищ Гогиев? Полный провал, так? Поэтому здесь
говорить о том, что там жара, не жара, это все зависит от директора, от желания и, самое главное, от требовательности нашей и контроля. Вот и все. Сегодня Юнусбек Евкуров провел рабочее совещание с помощниками-советниками, руководителем администрации Магометом Яндиевым и его замами. Участники совещания доложили по итогам работы за прошедший месяц и обсудили план на ближайшее время. Юнусбек Евкуров указал помощникам-советникам на необходимость более ответственного отношения к своим служебным обязанностям. Кроме того, он поручил им обратить особое внимание на своевременность выполнения поручений. В завершение встречи Юнусбек Евкуров сделал ряд замечаний и обозначил основные задачи на текущий месяц. Владимир Путин учредил в России День добровольца, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. В нашей стране отныне его будут отмечать 5 декабря. Решение было принято, руководствуясь резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. Как отмечается в пояснительной записке к указу президента, 15% россиян заявили, что иногда участвуют в добровольческой деятельности. Всего на добровольной основе готовы периодически работать 50% опрошенных. Указ уже вступил в силу. Ну да, сегодня профессиональный праздник тех, кто готов в любую минуту прийти на выручку, кто делится добром, заботой в постоянном режиме. Тех, кого мы называем волонтерами или добровольцами. Благодаря этим неравнодушным людям удается собрать детей в школу, купить продукты для малоимущих семей, достроить дом, прибрать во дворе, да просто поговорить вовремя и по душам. О них расскажет Амина Бокова. Обычный трудовой день Тамилы Костоевой начинается с мероприятия, концерта или акции. Уже год, как она работает волонтером. А награда за труд – благодарные улыбки. Сейчас Тамила помогает в организации мероприятия ко Дню инвалидов. Около сотни детей, обучающихся в Центре дистанционного обучения в Магасе, ждали этого праздника целый год. Для многих это единственная возможность пообщаться с ровесниками. А вот Ислам Гагиев ждал именно Тамилу. Мальчик страдает ДЦП. Много времени проводит с волонтерами клуба добрых людей. Тамила за это время стала для него лучшим другом. Как у тебя дела? Нормально? Тебе нравится здесь сегодня? Да. Ты поговорил с ребятами? Познакомился с кем-то? Нет. Нет? Примкнуть к движению волонтеров девушке помогли социальные сети. В одной из них Тамила нашла аккаунт активиста клуба добрых людей. Когда появилась публикация об очередной акции, девушка, не задумываясь, откликнулась на предложение и не пожалела. Это была ярмарка для сестер двойняшек, я помню. Собирали на лечение деньги. Мне даже доверили продажу книг. Вот. Для меня это было очень такой гордостью, то, что я представляла эти книги, продавала эти книги. Волонтерская деятельность в нашей республике – движение сравнительно новое. К примеру, клуб добрых людей организован в 2013 году группой активистов, в числе которых была и Ната Матиева. Сейчас она возглавляет движение. Еще в студенческие годы девушку интересовала благотворительная деятельность. Больше всего Ната переживала за маленьких детей, оставшихся без родителей. Знала, что у нас нет детского дома. Я искала детские дома, отправляла туда детям открытки, подарки. А потом мне просто посоветовали, сказали, что для чего искать? Всегда есть рядом кто-то, кому нужна помощь. И вот таким образом я присоединилась к команде волонтеров. Если в начале в рядах клуба было порядка 15 активистов, то на сегодняшний день в КДЛ трудится сотни волонтеров. Такая популярность благотворительных организаций нашей республики связана в первую очередь с социальными сетями. Ведь именно в мировой паутине люди наблюдают за деятельностью клуба. В течение 4 лет активисты строят дома, раздают продукты питания нуждающимся, собирают средства на лечение больных детей, устраивают праздники для детей с ограниченными возможностями и ребят из малоимущих семей. Среди наших волонтеров есть даже школьники, и поэтому я думаю, что для каждого человека важно и нужно участвовать в такой деятельности, и это несложно. Даже если у вас не так много времени, один раз в месяц, участвуя в таких мероприятиях, вы помогаете не только другим, но и себе. С каждым днем количество желающих помочь нуждающимся и подарить болеющим детям свое тепло и безграничную радость только растет, а вместе с ними и число благотворительных организаций и фондов. Впрочем, чтобы стать волонтером, не обязательно вступать в клубы и фонды, достаточно просто помогать другим. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.
Наша страна вспоминает одну из важнейших вех Великой Отечественной войны. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Историки называют этот эпизод войны ее переломным моментом. На подступах к самому сердцу России враг был остановлен и вынужден к отступлению перейти. Из Ингушетии на фронт ушло более 20 тысяч солдат и офицеров. Они принимали участие во всех ключевых сражениях, воевали и погибали во всех великих битвах этой страшной войны. Под Брестом и Малгобеком, под Москвой и Ленинградом, в Сталинградской битве в Белоруссии, под Смоленском и Киевом, на Курской дуге, при штурме Берлина. Сегодняшняя дата, 5 декабря, еще один повод вспомнить героев той войны. В Федеральной службе исполнения наказаний по региону сегодня прошли учения при участии бойцов спецназа и ребят из военно-патриотического движения «Юнармия». Сотрудники федерального учреждения рассказали ребятам о военном оружии и показали, как с ним обращаться. Также военный инструктор провел для них мастер-класс по рукопашному бою, ну а в завершении получили возможность прокатиться на военной технике. Репортаж Микаилы Тангиева. Вот пистолет Макарова. Предназначен для отражения нападения и на коротких дистанциях. На боевом посту без оружия не обойтись. Юнармейцы внимательно слушают инструктора, стараясь ничего не упустить. Воодушевленные рассказами, им не терпится самим подержать в руках настоящий боевой автомат. А кто-то даже вызвался разобрать оружие на время. Инструктаж сменяется небольшим экзаменом, а викторина на военную тематику. И вопросы не самые легкие. А самым активно вручают небольшие призы среди отличившихся. И 14-летний юнармеец Магомед Хасбулатов, который сегодня узнал для себя много нового. Оружие, АК-47, СВД, как действует, калибр и так далее. А дальше экскурсия продолжается в специальном тренировочном зале для бойцов спецназа, где сотрудники отрабатывают различные приемы и удары. Инструкторы даже провели для ребят небольшой мастер-класс и показали некоторые приемы самообороны. Мы уже знаем, что нас направили в ствол. Наши действия. Главное – опередить резким движением противника, уйти с линии атаки, с линии огня. Сразу вот так уходим, потом ослабляющий удар, без разницы в пах или в колено, и сразу заворачиваем, все, убираем оружие, забираем его в кобуру и идем дальше. Впрочем, юнармейцы и сами не прочь показать себя в рукопашном бою. Но самый долгожданный момент для ребят – это возможность проехаться на территории учреждения на военном бронетранспортере. Несколько секунд, и все уже расселись по местам, можно ехать. В целях воспитания молодежи, патриотического воспитания, провели ряд мероприятий. Думаю, это не последняя наша встреча. Будем еще встречаться, приезжать они будут, мы их будем навещать. И более с каждым разом будем интереснее, все более подробно рассказывать. Вдоволь накатавшись, ребята спешат поделиться своими эмоциями. Мне очень было интересно прокатиться на танке, покрутиться. Мне очень понравилось. Я хочу еще раз сюда приехать. А кинологи показывают ребятам двор, где содержатся служебные собаки. Мохнатый спецназ, без которого с конкретными боевыми задачами просто не справится. Незнакомцам здесь явно не рады, но бояться никто и не думает. Ребята, наоборот, подходят близко, чтобы лучше рассмотреть или даже попытаться дать команду. Сегодня воспитанники юнармии получили ценные навыки владения оружием, смогли усвоить прием рукопашного боя и даже прокатиться на настоящем БТРе. Возможно, в будущем эти навыки пригодятся им на все случаи жизни, а некоторые выберут элитную профессию бойца спецназа. Микаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24. Есть такая профессия – родину защищать. Акция под таким названием прошла в школе-гимназии в Али-Юрте. С учениками побеседовали представители военного комиссариата республики. Говорили о требованиях, предъявляемых к абитуриентам в военных вузах, о особенностях учебной программы, а также о жизни и быте учащихся. Всероссийское мероприятие проводится по инициативе Министерства обороны России, чтобы проинформировать потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения, а также рассказать о преимуществах военного образования и службы по контракту. Мероприятие было посвящено тому, чтобы с какой-то степени сагитировать людей по поступлению в военное училище,
Но помимо этого было сказано, что любая профессия, которая направлена на благосостояние Родины, она защищает эту Родину. У нас есть возможность и девчонок отправлять в военное училище. С прошлого года уже в Краснодарское летное училище принимают девушек, которые могут быть летчицами. В дальнейшем могут, если есть желание, и космонавтом могут стать. Калининградский пограничный институт оқытушысы цар халара и цигдиша бягашнах цан варацаристалдара штаян цар. Акартан хаян чохоsun цигмала предметы жизни. Отопительные радиаторы ингушского производства в ближайшем будущем будут экспортироваться в Белоруссию. Переговоры об этом уже ведутся. В среднем завод АТМ выпускает более 3 миллионов секций в год. Здесь трудится около сотни человек. Производство, кстати, планируют расширять. Репортаж Юсупа Гилесханова. Очередная порция плавленного алюминия отправляется в станок. Через несколько секунд из него получится форма секции. Шум работающей техники на заводе по производству отопительных радиаторов не умолкает ни на минуту. А рабочие 24 часа в сутки трудятся здесь, что называется, не покладая рук. У Марка Курхоя в цехе первичной плавки работает не так давно. Всего лишь пару месяцев, но уже освоил все правила работы со станком. Из таких вот частей секции собирают радиатор. С утра до вечера смена 1600 ночную смену. Секции отправляют на конвейер в следующий цех. Их здесь, кстати, несколько. Механообработки, сборки и испытаний, где части будущих радиаторов как следует обрабатывают на нескольких станках. Здесь они шлифуются, делается резьба, а затем собираются в готовую продукцию. Процесс обработки на этом не завершается. Последний штрих для готовой продукции – цех по покраске. Затем сушка и упаковка. Весь этот процесс контролирует Саид Альвигантимиров. Первая машина одевает первую пленку на радиатор. Потом она проходит по конвейеру, одеваются коробки и, соответственно, вторую пленку. Потом мы его кладем сюда, на палет, обматываем стрейч-пленкой и в конечном итоге уже на склад отправляем. Аналогов заводу по производству отопительных радиаторов нет на территории СКФО. Здесь трудится около 100 рабочих. Предприятие построено при поддержке Фонда развития промышленности. В среднем здесь производят более 3 миллионов секций в год. На данный момент продукция поставляется в несколько регионов России. В ближайшей перспективе поставки в Белоруссию. Сейчас ведутся переговоры. Когда идет реализация, и реализация выходит за рамки России, скажем так, это ближнее зарубежье, но все равно за рамки, за границы России, это определенный уровень произведенной в Ингушетии продукции. И, соответственно, другой какой-то взгляд на то, что здесь в Ингушетии можно сделать и чего мы можем достичь. Директор также отмечает, с каждым днем производство набирает обороты. Все это благодаря современному итальянскому оборудованию, для работы с которым требуется высококвалифицированный персонал. Этот вопрос также решается на месте. Сотрудники здесь же проходят соответствующее обучение. Сам объект, впрочем, как и другие промышленные предприятия в городе, находятся на особом контроле местной администрации, сотрудники которой часто наведываются на завод с инспекционной проверкой. Очень приятно наблюдать то, что у нас не только в республике, у нас конкретно в городе производится, есть такое производство, чему мы очень рады. Есть и также положительный показатель с точки зрения трудоустройства нашего местного населения, поступления налоговых поступлений. Надеемся, что и дальше будет только положительно, динамично развиваться производство на данном заводе. Производство планирует расширять. В планах руководства завода, кроме освоения российского и белорусского рынков, вывести бренд «Сделано в Ингушетии» на рынке ближнего зарубежья. Тем более высокие показатели и объем производства позволяют. Юсуп Гилесханов, Майрбек Миржоев, Новости 24. С 6 по 9 декабря в Беларуси пройдут Дни культуры Ингушетии. Цель мероприятия – межкультурное сотрудничество и установление двусторонних контактов в области культуры и искусства между Россией и Республикой Беларусь. Программа будет представлена обширная. Основные мероприятия состоятся в концертном зале Минской государственной филармонии и в Брестском областном дворце культуры профсоюзов. Жители Беларуси познакомятся с песенными и хореографическими композициями ингушского народа, обычаями и традициями, историко-культурным и художественным наследием
музеем Ингушетии. Состоится открытие выставочной экспозиции, где мы представим нашу природу, нашу богатую культуру в полотнах художников, известных Республики Ингушетия, а также в этнических костюмах. Здесь же у нас будет развернута книжно-иллюстративная выставка, которая будет повествовать о достижениях нашей республики, о древней истории и культуре нашей республики. И, конечно же, не обойдется без мастер-класса. Здесь наш народный художник Муса Мартазанов будет рисовать картины, пейзажи, наши родные нашему народу. И здесь же, конечно, будет дарить зрителям. Главный концерт начнется в 19:00, как я сказала, в Минской областной филармонии. Ожидается присутствие высоких гостей, в том числе руководства Министерства культуры Республики Беларусь, посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, ну и ряда других чиновников, высокопоставленных лиц. О культуре поведения и не только говорили сегодня на встрече с религиозными деятелями в школе-гимназии «Марем». Беседу провел имам Центральной мечети Назрани Хызыр Цылоев. О профилактике экстремизма, терроризма и наркомании расскажет наш корреспондент. Тот, на кого нужно равняться, чья жизнь и поступки для нас яркий пример, каким должен быть истинный мусульманин. Имам Хизир Цылоев готов часами рассказывать школьникам о жизни и наставлениях пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Ребятам напоминают о главной сути ислама. Но цабагды гоузы дадах киши, мыш дадах киши. Вейник лирхам дабуали, дин шидадо. Уақашунс лирхам бебезат сон. Дижарсагас лирхам бебезат сон. Хайбезм бармади дезат сонян. Лирхам бух бебелер иқир. Цунцани бусл бин ислам дадо. Цунца хозгулук дадо. Хизир Цылоев затрагивает и давно наболевшие темы всего общества о вреде алкоголя, наркотических веществ и курения, но особый акцент ставит на пользе знаний. Пейгмару кайкрыл дяд вег массанега илм амдия. Агир халас кайкрыл дяд пейгмару. Диалер саламашу диалер шахалт. Так ваше диши. Пейгмар визер хагуш ваква шана пейгмару ан пейгмар хадисна диалер саламашу халса. Илм амдилиш, илм амдилиш, илм амдилиш. فمن لا علم له شيء علم دواتسك هو لا عقل له شيء حاقل دواتسك وسان. ومن لا عقل له حاقل دواتش واسك لا دين له دين دواتش واسك وسان. ومن لا دين له دين دواتش واسك لا جنة له يلسمل واسك وسان. Эти проблемы среди молодежи затрагивались не раз, но итог лекции удивил многих. Речь зашла не сколько о том, как мы живем, а скорее о ценности времени, отмеренном нам Всевышним. دانا ديتي حجر داوش ويسقوا ازك خيالري شو مقدات يخا دال خوات جو خير اجر بوچا يو خير اجر دقا بيد يتشول جو خير عالم ناخفيو خوشان ودنيا تسحقم تسحسك لقا يول جو مهتگي صد قاچا واحد شانه خ زحيو يسقوا. Мудрые слова и высказывания приковали внимание слушателей, особенно учащихся. Я узнал очень много нового сегодня о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что надо учиться, надо слушать родителей, надо слушать учителей. Я лично узнала много нового, и мне очень понравилась эта лекция. Я надеюсь, что такие мероприятия и такие лекции в нашей школе будут проходить намного чаще. После поучительной лекции присутствующие прочитали маулид. بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا عز أمره وعلى من عزنا الظهير. Инициатор этой встречи – городской совет депутатов в рамках масштабной программы профилактики экстремизма, терроризма и наркомании среди молодежи. И я думаю, что такие мероприятия мы сейчас сделаем хорошие традиции и будем проводить их регулярно на базе школ Магаса. Сбить с правильного пути проще простого, особенно в подростковом возрасте. И кто, как не взрослые, умудренные опытом, могут им помочь, дать хороший совет и наставление. Мария Мистоева, Дана Плиева, Рамзан Миржоев. Новости 24.
Нарушение в вентиляционной системе, оголенные розетки, самовольные подключения – все это рано или поздно приводит к замыканию или еще того хуже, к возгоранию в домовладении. Об этом предупреждают сотрудники газовой службы. В Малгобеке сегодня прошел рейд совместно со специалистами «Газпром» газораспределения «Назрань», городской администрации и МЧС. Провели подворовый обход многоквартирных домов. Репортаж Индиры Манкиевой. 58 случаев отравления угарным газом в Малгобекском районе, 14 из них произошло чисто в городе Малгобек. Чрезвычайных ситуаций с летальными исходами, к счастью, не было. Но последствия каждого отравления были довольно-таки серьезными. И стоит отметить, что среди пострадавших как взрослые, так и несовершеннолетние дети. Эта квартира в одной из малгобекских многоэтажек отапливается буржуйкой, которую подключили к газу кустарным путем. Газовый шланг тянется через всю жилплощадь. Дома, кроме детей, никого не оказалось, а вот сильный порыв угарного газа чувствуется уже с порога. Даже дышать в комнатах невозможно. Сотрудники МЧС бьют тревогу. В результате ЧС последствия могут быть фатальными. Это может привести сейчас в первую очередь к пожару, травмированию, гибели людей. Это надо контролировать, смотреть за хозяйством. Впрочем, МЧСникам впору составлять целый список нарушений. Оголенные розетки, каким-то немысленным образом подключенные к ним электроприборы. Замыкания можно избежать только чудом. А тем временем сотрудники газовой службы отключают подачу газа в квартиру. В любую секунду может произойти пожар, и в первую очередь пострадают дети. Звоните сразу в 04, мы приедем, подскажем, сделаем, но не подвергайте себя и своих родственников и близких людей к опасности. Дом другой, а проблемы те же. И здесь комиссия выявляет нарушения в вентиляционной системе, неправильно подключенные газовые приборы, которые могут привести к угарному отравлению. Наоборот, выдувает, а он должен затягивать обратно. То есть вытяжка? Это означает, да, вот по этим случаям, вот, именно из-за того, что он не вытягивает, происходит угарное отравление. Сотрудники МЧС призывают быть бдительными, не рисковать жизнью. С наступлением холодов и проблем с отоплением люди какие только способы не придумывают, чтобы согреть дома. Зачастую забывая, к чему могут привести самовольные подключения. 58 случаев у нас в Малгобеке, в Малгобекском районе отравления угарным газом. Надо привести в порядок обязательно. Если вы это не приведете в порядок, есть угроза отравления угарным газом и гибели. Ну а выход нам какой? Бройлерчик, там яркий. Выход вы поставили для горячей воды, да. Поставьте бойлер для обогрева воды электрический, поставьте и все. В основном жители подключают газовые колонки самовольно из-за того, что зимой им не хватает тепла. Многие квартиры продувают, а где-то газа практически нет. Естественно, где-то бывают технические перебои, но это опять-таки не говорит о том, что жители должны в нарушении всех требований эксплуатации газового оборудования, электрооборудования самовольно подключаться. Такие рейды пройдут по всему региону. Межведомственная комиссия будет стучаться чуть ли не во все двери, предупреждая и напоминая, к чему может привести банальная халатность. Индира Манкиева, Марибек Миржоев, Новости 24. Глава Малгобекского района Адам Цычоев отметил труд почтальона Людмилы Елхароевой. Она работает в отделении почтовой связи селения Верхней Чулуки. Цычоев выразил ей благодарность и вручил ценный подарок. Вот уже более 20 лет Людмила Васильевна добросовестно выполняет свою основную работу и активно содействует с администрацией селения. Благодаря ее эффективной работе показатели села по погашению задолженности, оплате текущих платежей за ЖКХ значительно выросли. Цычоев выразил надежду, что успехи Людмилы Елхароевой также послужит положительным примером для остальных работников и пожелал ей здоровья, благополучия, успеха во всех делах и начинаниях. Около 200 тысяч за электричество и порядка 700 тысяч только за газ. Это сверхотличный показатель, поэтому я вручаю вот такую благодарность от своего имени. Спасибо. И вот большое. Эту стиральную машину вместе с букетом красивым. Спасибо большое. Кто еще не переобул свою ласточку? Надо бы поторопиться. С завтрашнего дня грядет похолодание, гололед подступает, так что вооружиться шинами по сезону просто жизненно необходимо. А вот какими именно, узнаем у Саида Куштова. Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю, скажет любой опытный водитель. Алихан Калоев за техобслуживанием своего авто следит пристально и переобуть машину спешит с первыми крупными осадками.
أحدينت زيني سيزونية شارخش خوص ليتني يرجع يا خا техники безопасности ахам соблюдать действия и соблюдать держ сохолче авариш масло шамана нецели ведь тем более ведь движение чего и авария чего а соблюдать цедро ам колдутве. Время торопиться в автосервис, когда температура воздуха опускается до +7. Только мало кто в этом случае задумывается о смене резины. Правда, сейчас, не дожидаясь сильных морозов, ингушские автовладельцы все-таки потянулись в шиномонтажку. عادة سابور اسمه دايود ماشين زين периода دي عليتي شاد عيرش تاق ورا كين ياتسدين اروال يستوشدين смысл ياتس زين شار عادات يلري حيسمل هو يشرو قدي هذه هن احد دور ملاحتين سند شافش دي هنا زين ريزين اسوتشي جا خرصاده اوري حيجي تاقتي ناخ بالخو سون بالخب سند Инспекторы предупреждают, своевременная замена резины – это в первую очередь безопасность самих водителей. Управлять транспортом в зимний период, летняя резина очень опасна на наших дорогах. Почему? Потому что при управлении транспортом в зимний период с летними шинами это удлиняется, тормозной путь удлиняется и тяжело бывает управлять транспортом. И можешь попасть под транспортное происшествие. Чтобы этого не было, мы рекомендуем, госавтоинспекция рекомендует водителям нашей республики приобуть зимнюю резину, то есть заменить летнюю резину на зимнюю. Летнее покрытие более жесткое, которое под воздействием высокой температуры размягчается. На такой резине легко ездить по нагретому асфальту. Совсем другое свойство у зимней. Даже внешне явное отличие. Глубина протектора, рисунок его направления. Здесь все играет важную роль. Например, так называемый направленный рисунок отводит воду и грязь, в то время как ненаправленный дает хорошее сцепление на снегу и скользкой дороге. На разных покрытиях шины выполняют разные функции. К примеру, если ехать по укатанному снегу, важно, чтобы колеса вгрызались в него, не допускали пробуксовки и обеспечивали максимальное торможение на дороге. Здесь подойдут так называемые фракционные шины, или, как говорится в народе, липучка. Состав резины имеет самое важное значение. Сюда добавляется специальное стекловолокно, если рассматривать под микроскопом, как миллионы мелких шипов. Вот. За счет этого и надежное сцепление с дорогой. Нужны шипы или нет, в этом вопросе главное не поддаваться ложному стереотипу, что шипы зимой однозначно повышают безопасность на дороге. Да, они действительно сократят тормозной путь на укатанном снегу, объясняет Иса Газдиев, но на сухом и мокром асфальте наоборот снизить сцепление с дорогой, а значит заносоустойчивость здесь намного выше. Если ты живешь в горных местах, где спуски, подъемы, естественно, шипованная она лучше, потому что тормозной путь уменьшается процентов на 30. Те автолюбители предпочитают шипованную резину. И еще одно заблуждение, так называемая всесезонка. Специалисты сходятся во мнении. Универсальной резины попросту нет. Да и согласно ПДД есть разъяснение, какая резина должна использоваться зимой. Вот это вот уже, она год производства уже не совсем свежий, да? Здесь вот было такое понятие, написано 4 сезона и обозначение. Вот эти обозначения уже сейчас с введением нового указа, вот зимнее обозначение уже как бы они ликвидировали. То есть теперь уже получается, что летом летнее, зимой зимнее. Все. Неоспоримый факт. Ни одна зимняя резина ни при каких условиях не позволит вам сохранить зимой летний стиль вождения. Надо понимать, что средняя скорость в это время года снижается минимум на 20%, а вот дистанция между автомобилями увеличивается вдвое. Так что тянуть резину с переобувкой авто не стоит. А уж какая подойдет для своего автомобиля, каждый решает сам. Специалисты могут только подсказать и посоветовать. Саид Куштов, Гапур Чакиев, Новости 24.
В соответствии с новым регламентом водители имеют право снимать на видео и фотографировать инспекторов ДПС. Госавтоинспекция разъясняет, что инспектор не имеет права препятствовать такой видеозаписи. Вместе с тем, ограничение права на фото и видеосъемку возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты государственной или иной охраняемой законом тайны. Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. При этом инспектор также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон. За покорение самой высокой точки мира нашего альпиниста Магомеда Дзейтова наградили орденом «Восходитель на Эверест». Торжественная церемония прошла в Федерации альпинизма. Напомним, в этом году экстремал установил на вершине ингушский флаг в честь 25-летия родной республики. Репортаж Мадины Пугоевой. Еще несколько дней назад его чествовали в Федерации альпинизма России, а сегодня он вновь в родной республике. Каждый раз, возвращаясь из поездки, Магомед Дзейтов обязательно приходит к главной достопримечательности Магаса. Для человека, покорившего Эверест, подъем на башню Согласия, как прогулка по ночному городу. Хорошей физической подготовке, профессиональным навыкам и личному опыту альпиниста можно только позавидовать. Вот, вы можете видеть склон 85 примерно градусов. Магомед Дзейтов – один из немногих альпинистов, сумевших преодолеть так называемую зону смерти с минимальным расходом искусственного кислорода, в то время как многие таких трудностей просто не выдерживают. В случае недостатка кислорода возможно потеря сознания, а иногда и вовсе летальный исход. Но организм каждого человека индивидуален, поэтому правильно дышать и расходовать силы на вершине горы Магомед учился самостоятельно. Надо идти в темпе, представить себе какой-то часовой механизм, да, и представить определенный интервал, сколько шагов ты делаешь на один вдох или выдох. Потом это на высоте уже превращается, сколько вдохов и выдохов ты делаешь на один шаг. То есть все кардинально меняется. И вот я для себя выбрал такую методику, когда дышу носом именно для того, чтобы идти медленнее. Его имя теперь знают не только в родной Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Магомед Дзейтов – профессиональный альпинист, сумевший покорить высочайшую точку планеты. В списке его достижений – восхождение на Столовую гору, пики коммунизма и Ленина, расположенные в горной системе Памира, водружение ингушского флага на Эльбрусе и Казбеке. Покорение каждой вершины, признается Магомед, дарит ему море эмоций, описать словами которые невозможно. Когда ты смотришь с вершины, когда ты ступаешь, да, на последний вот этот гребень, он такой небольшой, там 2 человека, максимум 3 человека. Вот на этом самой высокой точке можно. Такие моменты, я не знаю, какое-то единение, что ли. Каждое восхождение для Магомеда словно экскурс в прошлое. Альпинист уверен, это в нем кипит кровь предков, которые жили в горах и любили свободу. Возможно, поэтому прогулка по башне Согласия напоминает молодому человеку о его корнях. Впрочем, главную вершину своей жизни он уже покорил. В мае этого года Магомед водрузил государственный флаг республики на Эвересте на высоте 8000 метров. Свое восхождение на крышу мира он посвятил 25-летию Ингушетии. Это, наоборот, я благодарен судьбе. И я считаю, что не меня должны благодарить за то, что я поднял наш флаг. Да, а я должен благодарить и флаг, и Ингушетию, и всех, кто за меня болел и молился. Большое всем спасибо. За покорение самой высокой точки мира Магомеда Дзейтова наградили орденом «Восходитель на Эверест». Награду ему вручил лично Александр Абрамов, президент клуба «7 вершин» и главный эверестовец страны. Магомед признается, чтобы стать в один ряд с профессиональными альпинистами, ему пришлось немало потрудиться. Сила воли, постоянные тренировки и работа над собой. Было очень приятно, конечно, то, что публика скандировала «Ингушетия на высоте», «Ингушетия», «Ингушетия». Это было очень приятно, конечно. И я держался как мог. Ну, конечно, спасибо, конечно, что отметили. Это очень престижно для нашей республики, не только для меня, что вот так вот нас выбрали, отметили.
большое им спасибо. 15 раз он поднимался на Эльбрус и даже совершил так называемый крест, то самое восхождение, которое оказалось роковым для известной ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой. Свое восхождение он также посвятил памяти сильной женщины. В ближайшее время Магомед собирается в Антарктиду на массив Винсона, а после планирует покорить горы в Австралии, Африке, Южной и Северной Америке. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Завораживающее видео «Суперлуния» появилось в интернете. Спутник Земли смотрелся как никогда большим и ярким. В соцсетях уже появились многочисленные снимки. Отметим, научного термина «суперлуния» не существует. В обиходе так называют полнолуние, которое происходит в период перигея, точки, в которой Луна ближе всего подходит к Земле, двигаясь по своей эллиптической орбите. Также существует понятие микролуния, когда полнолуние наступает в самой далекой от Земли точке лунной орбиты. В этот период Луна выглядит меньше и тусклее. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.